Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Призывная кампания в самом разгаре. Североостинские новобранцы пополняют ряды военнослужащих российской армии. Призыв продлится до 15 июля. В станице Орхонской одну из школ назвали именем героя Петра Масленникова. Старший лейтенант советской армии был выпускником этой школы. Что такое выборы и почему гражданская позиция является важным фактором развития общества? Ответы на эти вопросы школьники услышали на круглом столе, организованном Центральной избирательной комиссией республики. Эти и другие темы далее подробно. Шамиль Ахмедов не из тех, кто откладывает службу в армии на потом. Как только пришла повестка, отправился в военкомат. Молодого человека определили в ракетные войска. Сейчас ему только 18, но он точно знает, чем займется, когда отдаст долг родине. В армию иду служить с боевым настроем. Переживаний никаких нет. Радость наоборот. Радость? Да. От того, что служить буду родине. Привлекает от МЧС. Я хочу военный билет, и как получится в МЧС с военным билетом на работу. Дальше спасать людей уже, как можно сказать. 40 призывников отправились сегодня в различные регионы России, от Калининграда до Владивостока. Так называемый процент годности у североостинских призывников один из самых высоких по стране, говорит военный комиссар республики Андрей Попов. Наши ребята достойно представят честь нашей республики, непосредственно проходя службу в различных частях и соединениях Министерства внутренних дел, Министерства обороны Российской Федерации. У нас идут ребята сейчас от 18 до 23 лет. Из них 30% ребят, которые имеют высшее образование. Торжественная отправка призывников первая в этом году. Ее приурочили к 70-летию Победы. Будущие воины возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Напутствовали ребят представители военных ведомств республики, администрации города, комитета солдатских матерей, общественники. От лица призывников ко всем присутствующим обратился один из молодых людей. Он пообещал достойно пройти все испытания предстоящей службы и с честью нести славу воинов-фронтовиков. Анжела Засухова, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Среднюю школу номер 1 в станице Орхонской назвали именем Героя Советского Союза Петра Масленникова. Он отличился в боях за освобождение Украины. В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Имя Героя школе» почетные звания присвоили уже 9 школам в Моздокском районе. Теперь к акции присоединился и пригородный район. Целый месяц станичные школьники по крупицам изучали биографии прославленных земляков, беседовали со старожилами и собирали архивные материалы. Многие впервые узнали, что из Орхонской на фронт ушли более 1500 человек. Среди них и Петр Масленников. Он был выпускником той самой школы, которая отныне будет носить его имя. Великая Отечественная война началась, и он в 1941 году уже пошел на фронт. Участвовал на фронте. И Днепро форсировал, при форсировании Днепра он командовал уже вперед, заставил здоровья. Когда ему присвоили звание Героя Советского Союза, он даже на лошади ездил по фронту. Не боялся, что его снайпер уничтожит. Что такое гражданская позиция, каким хочет видеть молодежь наше общество? Эти вопросы обсудили на круглом столе в средней школе номер 25. Инициатором мероприятия выступила Центральная избирательная комиссия Северной Осетии. По словам организаторов, молодежь должна активно участвовать в гражданской позиции общества, знать законы, реализовывать и отстаивать их. Участники круглого стола пришли к выводу, что именно будущим поколениям предстоит определять вектор политического развития нашего государства. И уже со школьной скамьи молодежь должна знать, что выбор – это важно. Вся наша жизнь – это выбор. И если мы не участвуем в реализации нашего выбора, то мы, в принципе, не участвуем в том, как развивается наше общество. Это мероприятие очень важно для молодежи. В принципе, если оно будет систематическое, оно будет систематическое. Мы сможем сделать гражданское общество, такое общество, которое мы хотим видеть в нашей республике. В своих выступлениях старшеклассники говорили о патриотизме, гражданответственности и праве выбора. Разговор получился разносторонним и интересным. Поднимались вопросы об избирательной системе Российской Федерации, о нарушениях во время проведения выборов, о законодательстве, о выборах президента Российской Федерации. Тома Валлева, Елена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.
Во Владикавказе завершился конкурс видеороликов, организованный детским интернет-порталом «Барсик». В смотре приняли участие 15 общеобразовательных учреждений и 6 спортивных секций Северной Осетии. Учащиеся рассказали об особенностях своих школ, о правилах поведения в них, об известных выпускниках, на которых они стремятся быть похожими. По словам организаторов, конкурс проводился для выявления творческого потенциала учащихся и спортсменов, а также воспитания в детях чувства патриотизма. А сегодня состоялась церемония награждения авторов лучших видеороликов. Один из членов жюри, кинорежиссер Рафаэль Гаспарянц, оценил творчество участников и предложил провести семинар для того, чтобы поделиться с детьми своим мастерством. Детское творчество, оно имеет свою притягательную силу. Вот я с этой точки зрения и смотрел. Можно было бы провести какие-то такие типа семинара, что ли, чтобы людям рассказать о таких явных ошибках. Все-таки дети. И тогда это будет иметь поступательное такое движение в смысле профессионализма, развиваться будут. Все участники конкурса были награждены дипломами, а победители удостоились главного приза – экскурсии по местам боевой славы Северной Осетии. Ангелина Васильева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Пасхальный подарок. Воспитанников детского дома «Виктория» поздравили со светлым праздником. Для детей подготовили настоящую развлекательную программу с веселыми конкурсами, сладкими подарками, зажигательной дискотекой. Профессор-ученый показал ребятам несколько научных экспериментов. Дети с особым интересом принимали участие во всех необычных опытах ученого. Организаторы мероприятия «Эксперт-центр Престоль» считают, такие праздники для детей особенно важны. Лишенным родительской ласки ребятам редко удается окунуться в веселую, беззаботную атмосферу, ощутить теплоту и заботу. Хочется, чтобы сейчас сложное время, как бы это ни звучало, опять же, пафосно, сложное время, хотелось бы, чтобы этот сложный мир чуть-чуть стал добрее. И надеюсь, чем больше людей, организаций возьмут с нас пример, тем хотя бы наша маленькая республика будет крепчать, процветать. Целью мероприятия является сделать детям хоть что-то хорошее, позитивное в наше нелегкое время. Наталья Гугаева, воспитатель детского дома «Виктория», рассказывает о самом сокровенном, о том, как дети заранее готовятся и ждут этот светлый праздник. Внимательно слушают рассказы воспитателей о традициях празднования Пасхи, причащаются и исповедуются в церкви. К этому празднику мы готовимся заранее. Во-первых, воспитатели проводят беседу с детьми об этом празднике, о традициях проведения этого праздника. Также на уроках мы красили яйца, украшали их бисером. И участвуя в входе в детском доме, в фойе нашего детского дома, можно увидеть изготовленные детьми гербарии, которые сделаны из веток вербы и украшены яйцами. Организаторы вручили ребятам подарки, развивающие игры и сладости. Неописуемая радость и детские улыбки вдохновили сотрудников экспертного центра на то, чтобы сделать подобные встречи регулярными. Своему примеру они призывают последовать и другие учреждения республики. Тома Валева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Поразить мишень можно и водой. В Северной Осетии второй раз прошли соревнования по пожарному биатлону. Огнеборцы со всей республики собрались выявить сильнейших. Экипажам нужно было преодолеть 4 этапа. В каждой команде 3 человека, водитель и 2 пожарных боевого расчета. На первом этапе участникам предстояло сбить мишени ручным стволом. Сильный ветер усложнил задачу, но с ней все справились. Между этапами командам предстояло преодолеть специальную трассу на пожарных машинах. Здесь требуется и скорость, и аккуратность. Управлять многотонной машиной под завязку, заправленной водой, задача не из легких. На втором этапе расстояние до цели больше, как и сами мишени. Сбитие уже происходит лафетным стволом, отличающегося дальностью водяной струи. Для успеха от пожарных требуется максимальная концентрация. Цель соревнования – это повышение профессионализма, повышение профессиональных навыков нашего водительского состава, а также пожарных, которые будут участвовать тоже вместе с водителями на всех этапах проведения сегодня соревнований. 3-й и 4-й этапы для 15 команд прошли уже вне машин. После дозаправки пожарной техники огнеборцам предстояло проявить навыки пользования огнетушителями. Пожарный биатлон должен стать ежегодным мероприятием. В этом году соревнования приурочены к 70-летию Победы и скорому 25-летию МЧС России. Ирина Дзабаева, Тимур Мазаев, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.